Провела МЧС-тест на профпригодность. В Министерстве чрезвычайных ситуаций подвели итоги работы за прошлый год. В здоровье сила, в лечении жизнь. Новый онкологический диспансер на 100 койко-мест совсем скоро примет первых пациентов. В Донбассе за победой сегодня определилась сборная ингушской команды кикбоксеров. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Число погибших в результате происшествий и несчастных случаев в Ингушетии снизилось на 45%. Такие данные озвучили на совещании в Главном управлении МЧС по Ингушетии. Сегодня здесь проанализировали работу прошлого года. Эффективность пожарной службы проверяли на практике, устроив масштабные учения. За происходящим следил глава региона и наш корреспондент Магомед Измайлов. По легенде учений, пожарные должны спасти жильцов 9-го этажа, отрезанных огнем от выхода. Единственный способ выбраться из горящего дома – окна на высоте 20 метров. Именно на такой случай нужен спецподъемник, который может доставить спасателей на высоту до 50 метров. Пожарные эвакуировали жильцов с помощью альпинистского снаряжения и спасательного рукава. В прошлом году получили АКП-50, то есть автоколеечный подъемник. Высота подъема 50 метров, оборудованный спасательным рукавом, всем необходимым. И сегодня в случае возникновения на высотах, то есть на 9, 10, 15 этаже, до 18 этажа, мы сегодня сможем обеспечить эвакуацию пассажиров с высот. За учениями наблюдал и глава республики. Юнузбек Евкуров отметил, что со строительством многоэтажного жилья в Ингушетии экстренные службы должны быть готовы работать в новых условиях. В скором времени проведем учения в реальной обстановке, внезапно. И здесь будет куча машин стоять, куча проблем будет для пожарников. Здесь будет довольно серьезная работа. И мы будем пошагово это все отрабатывать, чтобы нарастить силы и средства, в том числе эвакуаторы, в том числе громкоговорители, которые будут оповещать водителей и всех остальных, в том числе и само оцепление, в том числе и моделирование панических настроений населения. Вообще, по сравнению с прошлым годом, число погибших в результате происшествий и несчастных случаев снизилось на 45%. Такие данные звучали на совещании в Главном управлении МЧС по Ингушетии, посвященном итогам ушедшего года. Количество чрезвычайных ситуаций на 35,3%, гибели людей на них на 63%, снижение количества пожаров на 3,7%, гибели и травматизма на них на 11,4%, снижение происшествий и гибели людей на водных объектах на 8,5%. 2013 год для республиканской подсистемы МЧС в Главном управлении напряженными, насыщенными. Происшествия природного и техногенного характера, а также пожары потребовали соответствующего усилий органов управления всей подсистемы, что позволило обеспечить безаварийный пропуск поворотных вод в период весеннего половодья, не допустить возникновения природных пожаров, организовать подготовку мест массового отдыха на ладьях, повысить пожарную защищенность образовательных, медицинских учреждений. Отличившихся работников министерства отметили грамотами и медалями, а управление МЧС по Малгобекскому району было названо самым эффективным по итогам года. Магомед Измайлов, Ризван Аушев, Новости 24. Работа мукомольного комбината «Сатурн» стала темой встречи главы Ингушетии Юнузбека Евкурова с управляющим Ингушского отделения Россельхозбанка Тимуром Чумаковым, министром экономики Юсупом Зурабовым, Павлом Пущиным и директором предприятия Хусейном Булгучевым. Руководителю региона доложили о текущем состоянии дела и сообщили, что кредитный комитет Россельхозбанка принял положительное решение по кредитованию предприятия. Качество оборудования и перспективы развития мукомольного завода у банкиров сомнений не вызвали, но, тем не менее, эксперты изучили все материалы, логистику и решили выделить кредит на сумму почти в 350 миллионов рублей. По словам директора предприятия Хусейна Булгучева, эта сумма позволит мукомольному заводу заработать на полную мощность и стать действительно самым крупным на юге страны.
Плиево завершено строительство одного из самых масштабных объектов здравоохранения в Ингушетии – онкологического диспансера. Учреждение рассчитано на 100 койко-мест. Официальное открытие запланировано на весну. Ввод в эксплуатацию позволит самой молодой службе в прямом смысле развернуться. В действующем диспансере всего несколько коек, и больные просто вынуждены искать медицинской помощи за пределами республики. Репортаж Хади Адельбиевой. Фатима Дзайтова ездит из Малгобека в Назрань, чтобы пройти необходимые процедуры. Для этого ей приходится часами ждать в очереди. Сеансы химиотерапии длительные, иногда занимают до 2 часов. Назрановский онкологический диспансер размещается в арендованном здании. Там всего 4 койки. Приходится ждать час-два, иногда бывает. Но некоторые, когда не бывает места, они даже стараются завести в другой кабинет, ложат нас даже, если места не хватает. Онкологическая служба самая молодая в республике. Она была создана в 2000 году. Лечение пациенты получают в дневном стационаре. В день диспансер посещают около 100 человек. Здесь они проходят лекарственную и химиотерапию. Работают в онкодиспансере около 70 врачей и медсестер. Переезд в новое здание намного улучшит качество и условия работы. Невозможно разместить никакую диагностическую базу, то есть нету этих подразделений в настоящее время. Естественно, сидят в кабинетах по 2 врача. Естественно, это все дает неудобство для больных и для самих врачей, для медперсонала. Естественно, будет поликлиника и отделение общей хирургии, отделение маммологии и онкогинекологии, и химиотерапевтическое отделение, и радиологическое отделение. Новый онкологический диспансер строится по федеральной целевой программе. Он будет состоять из 9 корпусов. Большие светлые палаты, процедурные кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Оборудование, в принципе, уже начали завозить, устанавливается. Работа осталась, я думаю, 2-3% всего лишь. Генеральная уборка, так и все остальное. Как вы видите, благоустройство уже, в принципе, идет. Деревья посадили, осталось тут, в принципе, немного работы. Дневной стационар, амбулатория, прогулочная зона – все это в скором времени появится в новом онкологическом центре. Хади Адельбиева, Илес Доскоев. Новости 24. Благотворительный фонд «Мял» уже не в первый раз оказывает помощь малоимущим. Вот и сейчас сотрудники собрали списки впервые обратившихся к ним за помощью. Священный для каждого мусульманина месяц Мавлид решили поддержать материально семьи, в которых есть больные дети. Сделать доброе дело может каждый, кому позволяют возможности и у кого есть желание принести радость тем, кто этого действительно очень ждет. Подробности у Светланы Томовой. Мадине до Киевой 2 года. Несколько месяцев назад у нее на спине появилась шишка, и врачи до сих пор не могут поставить диагноз. Мама Мадина говорит, что ходила в детскую поликлинику. Там ее направили на УЗИ сердца. Но средств для этого у нее нет. Хава живет в бараке, но и за это жилье нужно платить. Муж подрабатывает, но постоянного дохода семья не имеет. Хава обратилась в фонд «Мял» за помощью. Там ей выделили сумму 10 000 рублей. Этого должно хватить для анализов и обследования Мадины. Моя девочка Мадиночка больна. И я бы хотела ее где-нибудь обследование сделать, чтобы ее вылечить нормально. И наши врачи не могут диагноз поставить. Из-за что она синеет, падает. Из-за этого. Директор благотворительного фонда «Мял» Лейла Дзайтова внимательно выслушивает каждого, кто пришел к ней за помощью. Она дает советы, что делать и куда обращаться. Сегодня она в роли не только руководителя фонда, но и психолога. Сегодня мы постарались помочь тем людям, которые у нас обратились за последнее время, и которым мы еще не денежные средства не выдавали. То есть мы им оказывали помощь в виде одежды, приглашали на акции новогодние, а материальную помощь не оказывали. Мы постарались это приурочить к священному месяцу Мавлид и выбрали из тех людей, детей, которые необходимо сейчас выехать на лечение. Ребенок Мадины Евлоевой страдает из-за халатности врачей. Девочке сделали прививку АКДС, после чего у нее появились отеки. Врачи выписали лекарства от аллергии, но это не помогло. Позже выяснилось, что у девочки серьезные проблемы с почками. Сейчас маленькая Самира живет на гормональных лекарствах. Если она прекратит их принимать, исход будет трагический. В ближайшее время через Министерство здравоохранения по квоте девочку смогут вывести на лечение в Ростов-на-Дону. Это реакция, это реакция на эту прививку. У вас была закрыта форма, почки болели. Но я откуда знала, если УЗИ, анализ мочи,
Стать благотворителем и помочь нуждающимся может каждый. В фонде принимают не только пожертвования, но и вещи, в том числе и одежду. Светлана Томова, Ахмед Беков. Новости 24. Кубометры газа и киловатты электроэнергии превратятся в дефицит, но только для тех, кто не знает им цены. Использованные ресурсы желательно оплатить вовремя или погасить накопленный долг, дабы не попасть под инспекционный рейд. В Малгобеке коммунальщики совместно с администрацией города и полицией в праздники и выходные, не говоря уже о буднях, обходят улицы в поисках злостных неплательщиков. Репортаж Заремы Бековой. Рейдовое мероприятие начинают с утра в надежде застать должников дома. Но, видимо, уже никого нет, хотя, скорее всего, просто не открывают дверь непрошенным гостям. Мы проводим адресные проверки по выявлению и злостных неплательщиков, и чтобы наши жители города Малгобека начали оплачивать за коммунальные услуги регулярно. У семьи Богатыревых долг за свет более 20 тысяч. После неоднократных напоминаний им обрезали провода. Долг начали выплачивать, но при этом они незаконно подключились к электричеству. Теперь их ждет административный штраф за самовольное подключение 1500 рублей, и они вновь останутся без света. Встречаются и другие ситуации. Семья Безиевых находится в списке должников, но при проверке выясняется, что долг уже оплачен. Коммунальщики стараются решить проблему мирным путем, но приходится прибегать и к крайним мерам. Всю улицу Лермонтова лишили света, так как здесь проживает наибольший процент злостных неплательщиков. Причины разные. У кого-то материальные трудности, кто-то работает за пределами республики и редко бывает дома. Каждый абонент ежедневно мы проделываем эту работу, уведомляем, предупреждаем, что они должны платить, что в эту электроэнергию мы здесь не производим в республике, что мы покупаем ее сами. Похожая ситуация и с газом. Впрочем, есть и те, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги. Население так-то в основном население платит. Но есть и злостные неплательщики, которые запустили эту работу. И как-то, может, не получается. Но бывает и дома не бывает. Они уезжают за пределы республики. Может, накапливается долг. Ну, причины разные. Но сегодня мы видим ситуацию, что люди в основном начали понимать эту ситуацию, что за газ надо платить, что это не наша прихоть газовиков. Это во всем мире и в России люди знают, что за потребленную энергию надо платить. Коммунальные службы отмечают, что жители Малгобека к своим долгам стали относиться ответственней. Многие жители начали погашать свои долги за свет, газ и воду и стараются вовремя оплатить текущие платежи. Зарема Бекова, Муса Хамхоев, Новости 24. Быть более внимательными к пешеходам призывают сотрудники ГИБДД. Обращение к водителям превратили в целую акцию и провели ее на оживленном перекрестке селения Плиево. К профилактической мере присоединился и наш корреспондент Руслан Албогачиев. Сегодня дороги по-прежнему остаются зоной повышенного риска. С начала года в Ингушетии погибло 2 человека и более 10 получили травмы в результате ДТП. Чтобы избежать аварий с участием пешеходов, инспекторы ГИБДД вместе со студентами Политехнического колледжа решили еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. На данном участке дороги мы проводим сегодня профилактическое мероприятие. Оно приурочено к тому, что на этом участке, к сожалению, у нас произошло ДТП, в котором погиб ребенок, ученица 2 класса сельского поселения Плиево, школа номер 1. Мы сегодня хотим привлечь водителей к соблюдению правил дорожного движения. С участием учащихся Политехнического колледжа проводим профилактическое мероприятие, вручаем водителям памятки, в которых есть выдержки из Корана, где говорится о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения для сохранения своей жизни. 15 юных инспекторов в униформе ДПС раздавали водителям проезжающих автомобилей памятки о правилах дорожного движения. Раздаем памятники водителям, чтобы водители напоминать водителям, чтобы соблюдать дорожное движение, правила. И вот такие, как здесь были ДТП, больше таких у нас не было. Студенты считают, что именно такой способ заставит водителей задуматься о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима в населенных пунктах. 45 лет я за рулем, 4 года был преподавателем. Самое главное, что мы должны делать, это соблюдать правила дорожного движения. Если мы будем придерживаться этих правил, то не будет ни нарушений, ни аварий на дорогах. Подобные акции – это только часть профилактической работы сотрудников ГИБДД, главная цель которой – предотвратить аварии. Я также решил принять участие в сегодняшней акции, направленной на напоминание водителю о правилах дорожного движения и соблюдение скоростного режима. Ведь совсем недавно на этом участке дороги произошел наезд на пешехода, в результате чего он скончался по пути в больницу. Руслан Албогачиев,
Юнус Сычоев, Новости 24. Определился состав сборной Ингушетии. 20 спортсменов, которые представят наш регион на чемпионате Северокавказского федерального округа. За поединками лучших кикбоксеров можно будет понаблюдать уже 28 января. Итоги отборочных туров в репортаже нашего корреспондента Элиза Курскиева. Лучшие кикбоксеры республики снова собрались вместе в стенах кузницы чемпионов Кантышевского физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь проходит финал первенства Ингушетии по кикбоксингу в разделе «Лоу». Дух спортивной борьбы присутствовал на протяжении всех двух соревновательных дней. Ребята бьются до последнего, ведь на кону стоит чемпионат СКФО в Домбае и шанс стать чемпионом России. Такой шанс появился и у Халида Асхаба, который выступал в весовой категории 91+. Победа в этом турнире ему досталась нелегко. 3 изнурительных раунда с соперником, превосходящим в весе. Теперь Халид в составе сборной республики. Соперник был достойный. Весовой категории больше меня, но я тренировался, готовился к этим соревнованиям усиленно. Но буду тренироваться, готовиться к дальнейшему. Потом, если повезет, выиграю, то на Россию. После окончания всех финальных поединков состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров. Им вручали медали и дипломы, а авторам самых зрелищных боев достались специальные кубки за лучшую технику и волю к победе. Сегодня у нас закончился финал наших республиканских соревнований. И выявились у нас сильнейшие спортсмены, проявили себя спортсмены. От тех даже, от кого мы не ожидали такого результата, показали хороший результат, показали равные результаты с хорошими титуловыми спортсменами. Вот. И сейчас эту команду укомплектовалась. И будем в конце месяца выезжать на чемпионат и первенство Юга России. По итогам отборочных боев 22 спортсмена попали в состав сборной республики. Среди них новички и маститые кикбоксеры, которые будут представлять Ингушетию на чемпионате СКФО. 28 января в Домбай съедутся сильнейшие спортсмены округа. Нокауты и нокдауны организаторы обещают. Илес Курскиев, Сурхо Кусиев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.